Контролер Илья Осетников многих нарушителей знает в лицо. Ежедневно он с командой электромонтеров приезжает на одни и те же адреса самовольно подключившихся граждан. Таких злостных должников в Якутскэнерго называют постоянниками. Это постоянники. Раз в неделю стабильно каждый адрес постоянно включаем, не оплачивают. И не подходят, ни договор не заключают. Таких нарушителей среди юридических лиц не меньше. Например, киоски «Фрукты и овощи», не оформляя договоров, имеют задолженности до 100 тысяч рублей в месяц. Многие из них возвращают эти деньги только через суд. С начала года у нас уже составлено более 24 актов, общая сумма на 4 миллиона рублей. Именно если в отношении вот таких киосков овощи, фрукты, убытки у нас составили более 600 тысяч рублей. Самовольные подключения влияют на качество электроснабжения. Они могут вызвать перепады напряжения и даже короткие замыкания, что еще более опасно. Ставится под угрозу жизнь и здоровье как самих должников, так и их соседей. Самовольно поднимаются, подключают. Это может вызвать и пожары, и режимы. И, соответственно, у нас качество электрической энергии тоже не на уровне, именно благодаря вот таким подключениям. Стоит отметить, что с начала года за такие нарушения штрафы увеличены до 15 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц до 80 тысяч и до 200 тысяч рублей санкций для юрлиц. И все это не считая основной суммы долга перед энергокомпанией. В настоящий момент работа по выявлению нарушителей ведется в усиленном режиме. За 2 месяца рейдов зарегистрировано 635 фактов на сумму ущерба более 25 миллионов рублей. Из них порядка 7 миллионов приходится на столицу республики. Причем сотрудники Якутскэнерго отмечают, что из года в год таких нарушителей меньше не становится. Ульян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.